Банк Тата прекратил выдачу денежных средств клиентам. Если вчера с утра еще можно было получить свои накопления, но суммой не более 30 тысяч, то вечером операции прекратили, и сегодня такая ситуация сохраняется. Встревоженные клиенты пытаются узнать, в чем дело, но никакой информации нет. Сотрудники банка, кроме того, что руководитель в командировке в Москве, ничего сказать не могут. А информацию о том, что уволился, не подтверждают. Также напомню, что в банке Тата были самые низкие процентные ставки на кредиты. Поэтому клиентов у него немало. Тем более у банка много филиалов по республике и в других городах России. Первый зампредседателя правительства Алексей Стручков встретился с председателем Национального банка насчет сложившейся ситуации. Приглашенный же на встречу представитель Таты на встречу не явился. Заявление пишем, когда деньги будут. Сказали, позвонят, скорее всего. Не знаю даже. Дали бумажку читать, как будут, видимо, вклады, если что, возвращаться и так далее. Государство-то возвратит застрахованную сумму. Почему не выдают деньги? Можете ответить? Мы не даем информацию. А какая-нибудь официальная информация есть? Нет. Вообще нет? У нас нет информации. Ну вы же ни в чем не виноваты, почему вы не можете сказать? У нас нет никакой информации, что мы можем вам сказать. И в эти минуты на месте событий в банке Тата работает наш корреспондент Лана Ильина. Она сейчас на прямой связи со студией. Лана, здравствуй, тебе слово. Василий, здравствуйте. Мы сейчас находимся в офисе банка Тата по улице Чапалова. И здесь второй день уже не выдают деньги со счетов клиентам и никакой информации не дают. По слухам, распространяющимся в городе, банк обанкротился и руководитель уволился. Сотрудники банка опровергают информацию об увольнении, говорят, что он в командировке. Акционерное общество «Банк Тата» зарегистрирован в Якутске, ориентирован на кредитование и обслуживание корпоративных клиентов и физических лиц. На данный момент сотрудники нам дали информацию, что корреспондентский счет в Нацбанке заморожен, но люди все-таки ждут, что деньги появятся и деньги начнут выдавать. Людей, у которых вклады не больше 1 400 000 рублей, успокаивает информация о том, что сумма застрахована и деньги люди получат. Если же сумма больше, то берутся активы и распределяются между вкладчиками. Такова информация на данный час. На этом у меня все. Василий. Лана, спасибо. А я напомню, что на прямой связи